Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на вашего мужчину. Давайте посмотрим, что с ним происходит сейчас, что происходит из-за вас. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, и пусть вся нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты! Думает голова, вот такая огромная, еще и чугунная, думает. Лодка на якоре стоит, видите? Вот он в лодке сидит, на якоре лодка. Думает, то ли он к вам приехать хочет, то ли он обдумывает какие-то серьезные поступки и шаги в вашу сторону. Ему нужно время на подумать. Почему подумать? А вы очень сильно изменились. Вы теперь не та игривая кошечка, да, с которой было очень классно проводить время, которая мурлыкала, которая ластилась. Вы теперь превратились в какую-то прям тигрицу, львицу-тигрицу, которая рычит, которая такая прям деловая, бизнес-вумен, деятельная, женщина, которая сама все может и сделать, и решить. И он немножко растерялся, он не понимает, что за метаморфозы произошли, почему, куда делась его прекрасная кошечка, и что делать теперь с такой львицей, как вы. Он же вас бояться стал, понимаете, непонятно, прям совсем непонятно, поэтому и голова огромная, тяжелая, и много разных мыслей, как тараканы туда-сюда бегают. Нет, вы новая ему тоже очень нравитесь. У вас такой вот прям огонек появился, обжигающий, прям выжигающий, да, прям мурашит его от вас сейчас. Он вас не узнает, либо узнает с трудом. Но кошечкой, конечно, вы нравились ему гораздо больше. Кошечкой вы были какой-то, родной, понятный, что ли. Опять же, напрягаться не нужно было. Он был мужик, да, такой весь из себя крутой, а вы при нем такая ласковая, милая кошечка, очень нежная и очень игривая. А теперь настоящая львица, тигрица. И ему страшно, и непонятно, что будет дальше. А вдруг вы еще в кого-то превратитесь, а он, бедненький, не готов. У него, кстати, по поводу ваших метаморфоз и превращений, как будто бы мнение до конца не сформировано, но вот две основные линии я вижу. Первая линия — это то, что вы действительно притворялись, будто бы вы кошечка, а на самом деле вы всегда были львицей. Просто, это был камуфляж, да. Другое мнение — это то, что у вас есть другой мужчина, что вы сейчас параллельно также имеете отношения с другим мужчиной. То есть любовь крутите и с ним, и с другим мужчиной. Возможно, вы действительно поменяли к нему свое отношение, по крайней мере, уже так ему не улыбаетесь, либо вы достаточно четко обозначаете позицию, либо вы говорите: а мне некогда. Если раньше вы не отказывали в встречах, свиданиях, теперь вы говорите: мне некогда, я занята, у меня дела, у меня планы. И он такой: точно, она кого-то другого полюбила, точно у нее кто-то другой теперь есть. Вот он до сих пор не понимает, какое из этих мнений правильно, но тем не менее, да, вы понимаете, ему нелегко. Но он не узнает вас, девочки, не узнает. Я хочу карты взять, потому что я тоже не понимаю, какое мнение правильное и что на самом деле с вами происходит. Почему вы так сильно изменились? Может быть, он накосячил? Может быть, вы устали терпеть его глупости, да? И думаете: еще тебе покажу, да? Хватит с меня, надоел.
Ага, может быть, действительно у вас и другой мужчина. Может, с кем-то другим заинтересовались. А может быть, у вас в жизни такой сейчас период проходит, да, когда вам нужно быть сильной, когда все от вас только лишь зависит. Может, вы сами решили взять свою жизнь в свои руки. Сейчас посмотрим. Кажется ли ему, либо вы действительно поменялись. Нет, вы поменялись. Вы очень поменялись. Он как ребенок растерян, такой, что происходит? Где моя кошечка? Что мне делать с этой львицей, да, тигрицей? Что мне делать? Ему сложнее с вами стало. Он не знает, как вам подход найти, да, вот что случилось, как это произошло. Давайте посмотрим, почему вы поменялись. Почему вы поменялись? Почему вы стали другой? Что за превращение? От чего? От чего это превращение произошло? Так. Ну, вы действительно устали быть удобной. Вы устали быть ждущей, ожидающей. Вы устали, что мужчина как-то не уделяет вам достаточно внимания, не считается с вашими интересами. Здесь все-таки про самооценку, про любовь к себе. Если раньше вы растворялись в любви к нему, то теперь вы такая говорите: ну нет, с меня хватит. С меня хватит, я себя тоже люблю, и я себя уважаю, и ты будешь меня уважать, да, и ты будешь относиться ко мне как должно. Плюс, возможно, тут какой-то треугольник, действительно треугольник, причем треугольник может быть как с его стороны, так и с вашей стороны, так и вообще какой-то семейный треугольник, потому что он вас ревнует к вашим детям, да, а вы такая, ну, типа, мужиков много, а ребенок мой родной, и я должна прежде своему ребенку, чем там какому-то мужику. Может быть, из-за этого. Может быть, вы просто заметили, что вы в этих отношениях стали растворяться, а ваши дети в вас нуждаются. Может, даже и не дети, а родители, например. Да? Родители, которые нуждаются в вашей поддержке, в помощи. И вы, конечно же, как здравомыслящий человек, выбираете свое родное. А родные для вас дети и родители. А мужчина просто не хочет этого понять, потому что он настоящий эгоист, да, привык, чтобы все было для него. Вот то, что вы меняетесь, это вот как взросление, но не взросление по возрасту, а по менталу взросления. Вы действительно учитесь расставлять приоритеты, вы действительно выбираете себя и то, что важно для вас. Вы же не будете сидеть и развлекаться с мужиком, когда у вас дети дома, да, одни, либо родители, не дай бог, плохо себя чувствуют. Конечно, вы такого себе не позволите. И вы ему прям так и говорите, что да, сначала моя семья, а потом ты. Вот будешь моей семьей, я тоже буду тебя на первое место ставить. Кто-то из девочек просто устал от того, что мужчина не делает серьезных шагов, никак себя серьезно не проявляет, а просто морочит голову. И вы такая: так, со мной такие номера не пройдут. Вон бог, вон порог, иди отсюда, да? Я и сама без тебя проживу. Ну, может быть, да, вы действительно тоже замужем. И хоть вы, например, там с мужем особо и не испытываете каких-то чувств, близости нет, но все равно у вас есть какие-то обязательства, и это важно, может, какие-то семейные проблемы, и вам тоже нужно их решать. Так, что я хочу про мужчину еще, про вашего этого загаданного посмотреть. Про его состояние. Вот все время его ребенка показывают. Слушайте, ну он прям действительно в шоке. В шоке. Маленький ребенок, напуганный, испуганный, не понимает. А чего вы добьетесь такой его реакции, да? Что будет по итогу? Как? Все-таки поймет, не поймет. Опять ребенок. Да что ж такое, а? Но на самом деле вот эта вся ситуация мужчине поможет сделать правильные шаги. И буквально, ну, рыба и солнце. Он будет предлагать вам любовь, он будет предлагать вам подарки, он будет предлагать вам нечто большее, нежели то, что между вами сейчас происходит. И еще я вижу, что рядом с этим мужчиной какой-то есть человек, который, ну, прям видит ситуацию, либо разбирается, да, имеет опыт. И этот человек ему подскажет, ну, либо даст хороший совет, что поможет вашему вот этому благоверному
все-таки перейти к более конкретным действиям. Все-таки он уже в лодке сидит, просто якорь, да, нужно поднять и двинуться в вашу сторону. Даже вот его лодка смотрит в направлении вас. Да. Если вы это все сделали специально, да, вот просто он начал вас бесить и раздражать, и вы такая: все, я буду показывать, как я к нему отношусь, то да, ваш план удался, и это действительно подстегнет мужчину к серьезным, конкретным шагам и действиям. Если это все самопроизвольно происходит, то сама судьба помогает. Да? Судьба помогает, стимулирует мужчину, да и вас тоже стимулирует к тому, чтобы ваши отношения не застаивались, а развивались. Мужчина, скорее всего, действительно даже не отдавал себе отчет в том, что вы хотите семью, что вы хотите серьезных отношений, что вы хотите, чтобы он участвовал в вашей жизни. Может, ему казалось, что вы просто классно проводите время, и типа этого достаточно, что вам больше и не надо. Да? Ну ладно, что бы это ни было, я вижу, что мужчине на пользу пойдет, да и вам тоже на пользу пойдет. Все-таки он вам не чужой, все-таки вы видите в нем потенциал. Что-то есть в нем такое, что вас цепляет, задевает. Хороший он человек, да, может быть, немножечко несерьезный, но в целом хороший, перспективный, амбициозный, в меру амбициозный. Такой человек, он и работать будет, и на ноги будет становиться, и вы ему поможете, и он будет вам помогать. В принципе, вы бы дурака не выбрали, правильно? На дурака бы сейчас не гадали и не смотрели. Вот. А поскольку он сейчас виноват перед вами, немножечко, да, не понял, как себя вести. Бывает, такое со всеми бывает. Все-таки в лодке он сидит, все-таки он очень серьезно к вам относится. И у него были и мечты, и планы, и есть мечты, и планы на более как серьезные отношения, на то, чтобы быть вместе, пожениться, там, не знаю, детей завести, дом построить, там, дерево посадить, сына родить. Эти мечты у него изначально были к вам. Даже когда он видел вас кошечкой, он тоже об этом думал, мечтал. Просто может быть, он немножко медленный, да, не так быстро соображает, либо не настолько быстро двигается к реализации этих желаний. Опять же, он на вас часто смотрел, он почему-то видел вас такой вот легкой, безрассудной женщиной, которая стремится вот к тому, чтобы развлекаться. Почему-то он вас так видел. Может быть, вы действительно ему немножко в этом подыгрывали, то есть и ваша какая-то вина в этом есть. Может быть, он просто сам по себе такой, сам себе придумал, сам себе решил. Вот. В любом случае, девочки, это только лишь начало, а дальше будет. И я вижу, что мужчина настроен на вас. Сейчас он в растерянности, конечно, находится. Может быть, немножко ушел в себя, может быть, не проявляется, не появляется, либо ведет себя странно, больше отмалчивается. Это потому, что он вас другой увидел. Он увидел вашу другую сторону. Да, вы сильная женщина, красивая, амбициозная женщина, которая знает, чего ей нужно от жизни, знает, как это получить, как добиться, как других простимулировать. Да, он с вами знакомится, можно сказать, заново, с вашей другой стороной знакомится, чтобы потом, понимаете, не было сюрпризов и не было скандалов. Вот. Тигрица — это тоже неплохо, тигрица тоже очень возбуждает. Понимаете, не только кошечки возбуждают. Но мне вот идет, что он действительно растерялся. Он не знал, что вы можете быть такой. Вот. И этот шок и ужас ему просто нужно пережить. Ему нужно просто с этим как-то примириться, смириться, либо принять это как должное. И, конечно, он это сделает, потому что вы ему, женщина, не чужая. Я вижу его чувства к вам, мысли о вас. Представляете, его сейчас колбасит из-за вас. Вот ходит, голову чешет, голова огромная, пухнет мыслями, и он некомфортно себя чувствует на самом деле. С людьми он советуется, совета спрашивает. Даже какая-то женщина есть, которая его успокаивает и говорит, это нормально, такое может быть, ничего тут такого страшного не случилось. Да, она сильная женщина, ты бы слабую женщину не полюбил.
То, что она у тебя такая боевая тигрица, ну так это хорошо, да, она будет тебе помогать, она там палец в рот не клади, да, там по локоть откусит, ну какие-то такие вещи ему говорят, и он вроде соглашается. Просто да, это все как-то внезапно случилось. Внезапно он вас увидел тигрицей, а до этого всегда воспринимал как кошечку. Ну, что есть, то есть. Он вам потом обязательно это все расскажет. Расскажет все. Он будет честен с вами, скажет, что да, немножко напугался, спросит вас, всегда ли вы будете тигрицей, можно ли увидеть хоть раз там, в неделю, либо в месяц кошечку. Ну, еще посмеетесь над этим, я это вижу. Разговоры еще будут. А если у вас действительно треугольник, то этот мужчина, он выйдет из состояния растерянности, и он будет за вас драться. Он будет бороться за то, чтобы вы выбрали его. То есть будет показывать все свои сильные качества, будет предлагать вам больше, да, чем другой мужчина, и он будет бороться за вас. Даже если вы замужем, даже если у вас там, не знаю, муж и 10 детей, вы ему нужна. И он будет за вас бороться. Бороться и доказывать, что он лучший, что он даст вам счастье, что он только для вас живет, и что кроме вас ему никто не нужен. Да, видите, на себя будет вас тянуть, вытягивать вас из вашей привычной жизни, обещая вам и замки, и какие-то машины. Машину почему-то показывают. Может, вы ему говорили, что хотите машину, и он такой, точно надо ей машину подарить. Да, какие-то такие были мысли, либо разговоры. Показывает почему-то море еще, да, может на море куда-то отвезти, либо на океан, может на какой-то экзотический тропический остров. Ну, у него очень серьезные планы и намерения. Просто мужчина сейчас растерялся. Ну, представьте, вот вы его знаете, да, вы привыкли, что он такой милый, там улыбается, комплименты делает, веселый, такой вот, ну, легкий, да, мужчина. И тут вы его видите, там, не знаю, в латах, в доспехах, и он там мечом всех сечет. Конечно, вы тоже растеряетесь. Вот, ну, бывает. Такое бывает, это не страшно, это нормально. Просто все должно со временем прийти в обычное русло. Я даже больше скажу. Возможно, образ тигрицы ваш он полюбит даже больше, чем кошечку. Да, со временем оценит, поймет, как это здорово, как это возбуждает, как это круто. И прям, да, не будет против. Наоборот, будет за. Будет просить, чтобы вы почаще тигрицу включали. Может быть, даже это какой-то фетиш у него. Он такой скажет, слушай, есть у меня тут фантазия одна, да, но это уже потом вы будете обсуждать. В принципе, не мне об этом вам говорить. Если сейчас он молчит, пропал, в себе сидит, дайте ему время на отдышаться, на мысли там в голове свои уложить по полочкам, прийти в себя, и мужчина будет дальше вас добиваться, и мужчина еще сумеет вас и удивить, и покорить, и эти все проблемы, эти вопросы, они точно решатся. Вот. Он вас любит, вы, судя по всему, его тоже любите, ну, либо очень сильно он вам нравится. И это всего лишь как начало, да? Начало, а дальше будет больше. Теперь вы друг перед другом полностью раскрылись, вы понимаете, кто он такой, на что способен. Он теперь видит полностью вас, какая вы можете быть. Ну, да, вы на правильном пути. Вы друг друга изучаете, вы друг друга узнаете. Просто вы были готовы ко всему, либо у вас такой зоркий глаз, и вы сразу понимали, что за мужчина перед вами. Ну а вот мужчина немножечко в шоке, что вы оказались львицей, тигрицей, да. И страшно, и тянет, и он не знает, что ему с этим делать. Ну, уже в лодке сидит. В лодке это прям очень важно. Еще раз повторюсь, мужчина готов к серьезным поступкам. Он готов к тому, чтобы, ну, лодка — это жизнь, да, приехать, приплыть за вами, посадить вас в свою лодку и плыть с вами по жизни. Вот он готов к этому. Просто якорь надо поднять и поплыть к вам. А якорь поднять не может, потому что с мыслями не собрался. А с мыслями не собрался, потому что вы другой стали. Такой, какой он вас еще не видел и не знал. Вот и все, мои хорошие. Все будет замечательно. Я вижу вас вместе и вижу, что вы за руки держитесь. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.